Город Бишкек – главный транспортный узел Кыргызстана, занимающий площадь 187 квадратных километров. Ежегодно растет количество автотранспорта, и на сегодняшний день в городе зарегистрировано более 400 тысяч транспортных средств. Однако улично-дорожная сеть не успевает развиваться наравне с автомобилизацией, что приводит к росту интенсивности движения и проблемам с пропускной способностью дорог. Скоро на территории города Бишкек планируется реализация пилотного проекта по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением. Что представляется под этой системой? Автоматизированная система управления дорожным движением – это серьезный и перспективный инструмент регулирования, развития, контроля, оптимизации управления дорожным движением, а главное – это инструмент повышения безопасности дорожного движения в нашем городе. Для внедрения данной системы были выбраны 3 пилотные улицы. Это Байтик-Баатыра, Абрахманова и Аалы-Такамбаева с 21 перекрестком, где будут установлены датчики сбора данных о количестве транспорта потока и установлены модули связи, позволяющие дистанционное управление сигналами, циклами, фазами светофорных объектов. Внедрение АСУ-ДД на существующую улично-дорожную сеть позволит удаленное и командное синхронизированное управление над группой светофорных объектов, которая даст возможность систематически сокращать скопление автотранспортных средств на перекрестках, тем самым заранее предотвращать возникновение заторов и пробок. После успешного окончания первого этапа внедрения системы на 21 перекрестке, следующим этапом планируется охватить центральную часть столицы. Это более 100 перекрестков. В дальнейшем и весь город около 370 перекрестков, где предварительно установлены светофорные объекты. Стоит отметить, что в нынешнее время существующие светофорные объекты работают в локальном режиме с низким функционалом, где нет командной синхронности в работе. Каждый объект работает самостоятельно в постоянно заданном порядке. Такой вид управления не дает возможности оперативному вмешательству к возникшей ситуации на дорогах, что и приводит к уменьшению пропускной способности на перекрестках.